Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами прямой эфир программы «Маңызды мәселе». И как обычно с вами Шерик Камбарбаев. Каждый день мы сталкиваемся с различного рода заболеваниями, которые пагубно влияют на наше здоровье. Не менее пагубно влияет сглаз или порча. Вот в такой ситуации что нам делать? Мы в действительности не знаем. Как обойти стороной сглаз и порчу, об этом и многом другом расскажут гости нашей сегодняшней студии. Давайте знакомиться с ними. У нас сегодня в гостях Руслан Хайргельда, наиб имам центральной мечети города Алматы, и Мейрхан Шерниязов, режиссер, актер, ну и вайнер. Еще плюс блогер. Есть такое. Есть такое, да. Добро пожаловать, ассаламу алейкум. Ну, действительно, существует очень много, мы знаем, болезней. Но и тем не менее мы знаем, что Создатель не спосылает исцеление каждой хвори, с которой мы сталкиваемся. Ну, давайте теперь потихоньку разбираться. Раки, первый вопрос в вашу сторону. Что такое сглаз в исламе? Вообще в шариатском понимании. Давайте разберемся. Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, ва ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Да, сглаз, порча, это, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи в хадисе, аль-айн аль-хак, то есть сглаз – это истина, сглаз, оно существует. Да, к сожалению, на сегодняшний день людей можно поделить на две категории. Есть люди, которые верят, есть люди, которые не верят этому явлению, как сглаз. Первая категория людей, да, есть кто не верит, которые утверждают, что это якобы самовнушение человека, то есть поэтому и человек сам страдает, и так далее, и так далее. Конечно, это заблуждение, это глубокое заблуждение, они ошибаются. Есть другая категория людей, кто говорит, что наоборот, то есть верят, но верят этому явлению чрезмерно, то есть придают этому очень чрезмерное внимание, посредством чего и сами потом страдают. То есть постоянно думают, да? Постоянно думают, да. Только этим и страдают, и, в принципе, мы почти, не скажу каждый день, но очень часто сталкиваемся с такими людьми. Вот. Поэтому видим, что человек иногда уделяет на это чрезмерное внимание, поэтому и сам страдает. А что касается с точки зрения религии, с точки зрения религии мы, как мусульмане, должны понимать, должны знать, что это истина. Как пророк Мухаммад, да благословит Аллах и приветствует, а также передается хадис, и он говорил, что «Истаиз билля миналь айн, фа инналь айна хак». То есть прибегайте к Аллаху от сглаза. Прибегайте к Аллаху от сглаза, подразумевается, чтобы мы всегда искали защиту у Аллаха, а именно от сглаза. Фаинналь айналь хакка. То есть сглаз, поистине, это существует, и это истина. Это истина. То есть, что касается сглаза, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом отношении говорил очень много. Это действительно истина. Это истина. И в одном из хадисов пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сообщает нам хадис, что говорит, на кого попадает сглаз, то тот человек, понимаете, может так заболеть, что не может, скажем так, выйти из этого состояния, выйти из этой ситуации, и может дойти до того, а в хадисе продолжается, дойти до того, что этот человек может подняться на вершину и сброситься оттуда. Тем не менее, даже не отдавая себе никакого отчета, сам об этом не думая. То есть это может быть сглаз, может быть сглаз. То есть сглаз, конечный итог, если своевременно не предпринимать никакие меры, то это может повлечь к смерти, да? Упаси Всевышний Аллах. Да, к сожалению, бывает на сегодняшний 21 век, когда медицина очень развита, в то же время медицина бывает так, что ничего не может поделать, но, альхамдулилля, Аллах нам отправил исцеление. Мы, как мусульмане, должны знать, что всегда есть решение любого вопроса, в том числе из глаза. Коран – это чтение Корана, это чтение аята рукия, то есть заклинания, такие коранические аяты, и от них можно всегда, от сглаза и от порчи можно всегда по воле Всевышнего Аллаха очищаться, и всегда Аллах будет оберегать, если человек будет всегда ставить, скажем так, защиты такого рода. Вот. Дорогие друзья, я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому вы можете звонить именно к нам сюда в студию, задавать свои вопросы.
касательно нашей сегодняшней темы по номерам телефонов 313 18 24, 313 18 25. Мы есть во всех социальных сетях, в Инстаграм, на YouTube-канале, на Facebook. Пожалуйста, смотрите сейчас нас в прямом эфире, если уж вы не застали нас у экранов своих телевизоров. Оставляйте комментарии, вопросы, они обязательно прозвучат здесь у нас в студии. Будьте вместе с нами. Окей? Ну, мы знаем, что вы человек творческий, что у вас сейчас на сегодняшний день подавляющее большинство, очень много молодежи знает. То есть вы и в Инстаграме есть, и в большом кино есть. Вы сталкивались ли вот с сегодняшней темой, которую мы поднимаем, именно со сглазом, касательно именно вас, вот лично? Что-то вы вот ощущаете, потому что на каком уровне вы это ощущаете, потому что сколько людей все-таки восхищаются, да, вашим творчеством. Кто-то, возможно, там где-то втихушу завидует черной завистью, почему не я, почему он. Вот, сталкивались ли вы с такой ситуацией? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ну, сглаз я в этом как бы верю в этом, потому что, как и вот в исламе есть, не только из-за этого, ну, как бы я с детства как бы вот верю. Потому что бабушка, дедушка, верующие люди как бы говорили, как я в детстве как бы сглазили меня. Даже смешно было, у нас сосед был. Почему-то именно вот про него, кстати, некоторые люди могут знать, да, то, что они, у них, как сказать, глаза такие тяжелые, ауру кости. Да, они говорят, некоторые, просто у нас было как, некоторые люди сами говорили. Типа, ой, типа, убери ребенка, короче. Типа, или там кого-то там, чтобы минкоиз маур, типа, вот такая. В детстве у нас сосед был такой. И однажды у меня вроде бы сестренка или кто-то заболел сильно. И я не знаю, конечно, в то время возможно, потому что сейчас, ну, как бы в исламе же, как бы, знания приходят со временем же, потому что мы понимаем, я в детстве, прямо я помню, имамы сидели, то есть молдалар, да, в то время сидели, и ничего не запрещали кружиться вокруг там, ну, үлкен атаның басын, да, когда поехал, вот, когда потом, да, спустя какое-то время, уже запретили. Потом, ну, знание, понимаем, что приходит со временем. Возможно, в то время мы как бы лечились, может, неправильно, но, как говорится, это рассказывает, говорят, сестренка или братишка заболел именно, говорят, от сглаза соседа. И мне бабушка рассказывала, говорит, от его одежды какой-то кусок надо принести. Я это просто помню, фотокартинка, я заходил к нему домой, там, из одежды какой-то кусок брал, там, что-то его сжигали. Ну, это, возможно, это нельзя так лечиться. Ну, такое было. Поэтому я не только по этой причине, а когда уже повзрослел и понимаю, что как бы в исламе есть, это в шариате есть, то, что сглаз это есть. Но я, честно, я не знал, вот пока Имекя не сказал, что сура Рукия. Я, как бы, мы, ну, Фатиху там 7 раз читаем, вот так бывает, что, или там Фалях или Нас читаем, как бы, вот так, да, про Рукия, честно, не знал это. Мы сейчас как раз еще с Рукией разберемся, да, поподробнее, что такое Рукия. Да, это было бы для меня очень полезно, поэтому, что знать. Ну, в детстве, наверное, каждый сталкивался с тем, что вот вы выше сказали, там, бабушки где-то. А потом уже со временем, да, когда ты приходишь в ислам, уже понимаешь какие-то вот азы, уже начинаешь изучать каноны ислама, тогда уже понимаешь, что это что-то какое-то вот, что-то непонятное, да. И в этот момент уже обращаешься, да, к специалистам, химик-аллергии, которые, ну, в свою очередь, уже могут тебе по полочкам все расставить, рассказать. У нас на линии телефонный звонок, давайте примем его и ответим на него. Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. Из города Кустаная. Хотела задать вопрос. Какое дуа читать от сглаза? Ага. Какое дуа читать от сглаза? Хорошо, спасибо вам за ваш вопрос. Окей, к вам. Знаете, дуа на самом деле очень много. Я бы как раз посоветовал телезрителям приобрести такую небольшую книжку под названием «Крепость мусульман». В этой книжке есть очень много дуа, прям вплоть до выхода из дома, доходя до работы, то есть на рынке, на базаре, садиться в машину, выходить из дома. И эти все дуа нужно очень-очень часто читать. Но тем не менее, я бы хотел добавить, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, когда была наведена порча на него, это одна из историй, очень известных историй. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, говорит, я перед тем, как меня настигла порча, очень часто говорил много дуа. И когда была ниспослана сура Фалях и сура Нас, самое большее, что я читал из Корана, говорит, в качестве защиты для себя, это была сура Фалях и Нас. Также в другой хадис, где пророк, саллаллаху алейхи салям, говорит, что аятул курси, то есть сура, аяты, которые относятся к суре Бакар. Пророк, саллаллаху алейхи салям, говорит, кто читает суру аятул курси, кто читает аятул курси, то этому человеку не навредит ни дьявол, ни человек.
Понимаете? То есть это очень сильная сура, и она защищает человека. А помимо этого, человек каждый день должен обращаться, то есть подчиняться к Аллаху и обращаться к нему с мольбами и с дуа. Здесь хочу внести такую небольшую ясность. Многие люди, да, обращаются, спрашивают именно дуа. Дуа, которые защищают человека от сглаза, от порчи. Но я бы хотел внести ясность, если человек читает постоянно дуа, читает эти дуа от защиты, от сглаза, от порчи, но в то же время, скажем так, ведет дурной образ жизни, то есть и не обращается к Аллаху с другими мольбами, не подчиняется ему, не выполняет его обязательства, которые Аллах обязал на человека, на мусульманина, не молится, не совершает намаз, то польза от этих дуа, которые он постоянно читает, якобы надеется на них, может не быть. То есть уже нету никакой крепости, нету никакой крепости, нету никакой защиты. Вот. Это я очень много таких людей знаю, которые действительно ведут дурной образ жизни, да, в том числе курят, пьют и так далее и тому подобное. Но когда им плохо, когда есть глаз, когда им плохо или когда дела не идут, они приходят в мечеть, обращаются к нам, просят, чтобы им написали дуа, и сразу же читают эту дуа по 100, по 200 раз. Толку от этого не может быть никакой, когда человек не подчиняется Аллаху. То есть нужно, во-первых, подчиняться Аллаху, выполнять его обязательства, уповать на Всевышнего Аллаха, ждать результата от Всевышнего Аллаха. Потом только делать эти причины, то есть читать эти дуа. И, конечно, по воле Всевышнего Аллаха, Аллах вас непременно обережет от всяких сглазов и от порчи. Вот. В любом случае нужно всегда подчиняться приказам Аллаха, ни в коем случае не ослушаться его, а потом только делать дуа. А что касается именно дуа, я бы посоветовал, ссылаясь на сунну пророка Мухаммада, это, конечно, сура Фаляк, сура Нас, сура Ихлас и сура Аятл Курси. Пророк Айша, радиаллаху, жена посланника Аллаха, говорит, что каждый день перед сном пророк Мухаммад, да благословит Аллах, приветствует, читал эти 3 суры. То есть сура Ихлас. И вот я хочу продемонстрировать, если можно. В хадисе прямо так говорится, он читал суры и прямо дул на ладошки. Затем все тело протирал, куда рука достает. Это действие пророка Мухаммада. Затем читал следующую суру, Фаляк, читал на ладошки, затем дул. Сура Нас, 3 сура, дул на ладошки и все тело. Это после каждой суры? Вот это после, да. Потом это в хадисе приводится, после каждой суры читает и протирает все тело. Причем протирает все тело, прям куда достает рука его. А можно сразу 3 суры прочитать и потом протереть? Ну, я думаю, будет правильно делать согласно хадису. В принципе, это, конечно, не такой важный момент, но главное сделать согласно сунне, это будет прочитать, подуть на ладошки и все тело протереть. Затем по сунне лечь на правый бок. А в правый бок это является сунной пророка, и сказать дуа Аллахума бисмика амуту ахья, согласно сунне. Я вас уверяю, иншаллах, если искренне верить в эти суры, в эти дуа и слова пророка Мухаммада, ваш сон будет очень крепким, он будет очень здоровым, кошмары вас мучить не будут. Очень часто люди, когда обращаются в мечеть, всегда их причина это мне приснилось то-то, мне приснилось это, мне приснилось ужасные сны, боюсь даже рассказывать, мне приснилось, что я там умираю и так далее, и меня мучают там кошмары и так далее. И при этом, при всем, нужно обязательно взять омовение. Когда человек берет омовение при сном, он является очень чистым. То есть он уже имеет право прочесть другие суры и лечь, соответственно, на правый бок, прочесть дуа Аллахума бисмика амуту ахья. Если каждый день человек будет совершать эти суннаты, то обязательно, то Аллах обязательно, с дозволения Аллаха, Аллах обязательно убережет этого человека. Вот. Ну, конечно, многие это не практикуют, да? Можно и зикры делать, да? Можно и зикры. Вечерние, утренние. Я почему... Зикров очень много, да? Очень много. Я почему сказал эти суры? Потому что это действительно соответствует сунне. Пророк Мухаммад сказал, после того, как были ниспосланы эти 2 суры, Фалях Нас, то, говорит, я самое большее, что делал из дуа, говорит, я читал эти 2 суры. Это слова пророка Мухаммада. Наши действия, как мы засыпаем? Мы, во-первых, засыпаем очень поздно, да, сегодняшние, в основном люди и молодежь. И последнее, что делает человек, это, наверное, со своей страницы в Инстаграме, что было там происходило, просыпается, засыпает вместе с ним. Поэтому обязательно нужно, согласно сунне, читать эти суры, ставить защиту на себя. И спокойно уже ложиться. И, конечно, спокойно ложиться. И планировать следующий свой день во сне. Раке, только что вот мы говорили о снах. Многие люди приходят посредством снов. Я тоже слышу очень много из своих близких, там, родных людей, кого я знаю, тоже приходят посредством снов. Если вот во сне мы видим пророка, саллиллаху алейхи салям, то есть он говорит, что я, да, сам вот посланник Аллаха,
тогда это реально он. А вот есть же еще и, когда видят там бабушек, дедушек или там предков своих, как вот здесь вот быть? Что касается снов, действительно, пророк Мухаммад ﷺ сказал, что они действительно сон подразделяется, да? Бывает сон от Аллаха, Рахмани называется, бывает сон от шайтана. То есть здесь как понять, как отличить, да? Когда сон хороший, действительно, если не имеет значения, бабушка приснилась, дедушка приснилась, главное, он хороший, вы проснулись, и вам легче от этого сна, вам приятно, вы чувствуете некую легкость, то это действительно сон от Аллаха, он легкий. Но когда снятся, скажем так, кошмар, или человеку очень страшно, как Макей говорит, проснулся ему очень страшно, он прям вспотел и так далее, то это действительно, наверное, сон от шайтана. И пророк Мухаммад ﷺ говорит, если сон нехороший, то лучше этого не рассказывать. И это опять возвращаемся к нашей теме, человека могут сглазить. Вот. Но если во сне человек увидел самого пророка Мухаммада, то это действительно сам посланник Аллаха. Ибо хадис гласит, что говорит, если приснился я вам во сне, то шайтан мой облик принять не сможет. Это в действительности так и есть. Вот. Но мы должны... Я опять хочу вернуться к нашей теме. Если действительно человек согласно сунне будет засыпать, будет читать рукия, аяты, сны, соответственно, у него будет очень хорошие, ему кошмары сниться не будут. У нас на линии телефонный звонок, давайте ответим на него, нас ждут. Добрый вечер, ассаламу алейкум, можете задавать свой вопрос, вы в эфире. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен имам мырзаға сұрақ қояйын деп едім, мен Алматыдамын. Иә, аха. Біздер осы 2 жылдан болды, 2 жылдан бері жаңа үйімізге кіріп едік. Содан кейін күйеуімнің де дұрыс жолы болмай, сол көз тиді ма деп өзім ойлаймын да, осы үйге көз тиді ма, или күйеуіме көз тиді ма деп, соған не істесе болады. Енді бұл да Алланың сынағы ғой. Қалай болып жатыр? Сұрайын деп едім. Енді жұмысы дұрыс жүрмей кетті. Сол имам мырза не дейді екен деп сұрайын деген. Рахмет. Ну, то есть, вот бывает же, говорят, черная полоса. Есть же такое. Но мы как это воспринимаем? Когда вот что-то в мирском бытие вот вокруг что-то не то происходит, возможно, это от самого человека, да? Может, я не знаю, где-то от его греховности или от чего, может быть? Да, здесь, понимаете, мы как человек сам по себе очень слабый, да? Как Аллах сказал в Коране, человек создан очень слабым. Если что-то не пошло не так, мы обязательно говорим, что это непременно сглаз, это непременно порча и так далее. Вообще, если в простом народе, если вы, может, слышали, всегда говорят, вообще у казахов, да, на ментальности говорят, только есть 2 болезни. Одна из них сглаз, другая из них это то ли порча, то ли еще что-то, да? Другой болезни нету. То же самое, если у человека появилась некая черная полоса, не нужно думать, что это обязательно сглаз или порча и так далее. В основе зависит все от самого человека. Все зависит от человека. Если человек действительно ведет правильный образ жизни, да, делает постоянно садаха, подчиняется Аллаху, выполняет все свои обязательства перед семьей, перед Аллахом, постоянно делает зикры, постоянно делает какие-то милостыню, пожертвования и так далее, то бояться нечего. Бояться совершенно нечего. Аллах будет сам его оберегать. Даже если какая-то черная полоса некая произошла в жизни человека, то это явление временное. Это явление временное, и обязательно наступит белая полоса, и все будет только лучше. Это некое маленькое испытание. Ее нужно принять как испытание. Да, действительно, бывает, когда сглазили, да, но это уже другое проявление. А когда действительно у человека черная полоса, и у него не идет работа или в бизнесе и так далее, скорее всего, может, если в бизнесе, то нужно будет, наверное, не знаю, выплатить закят, выплатить садака и так далее, то обязательно Аллах очистит его работу, и у него все пойдет, иншаллах, в гору, за зазволение Всевышнего Аллаха. Ну и постоянно человек, как я уже сказал, если будет подчиняться Аллаху, уповать на Аллаха, жить согласно сунне пророка Мухаммада ﷺ, будет выполнять все постулаты, то ему бояться совершенно нечего. Ну вот если возвращаться опять же к сглазу, к этой порче, люди, наши люди, наши соотечественники прибегают к защите каких-то
других совсем вещей, которые, я не знаю, но это больше, наверное, ближе к суеверию. И наши вот предки, наши родители где-то придерживаются, да, такому пониманию. Если, например, ребенок заболел, чтобы он не заболел или не было с глаза, нужно ему на лоб вот чем-то намазать. Либо там я взял новый автомобиль, купил, значит, нужно поэкспериментировать тряпками, там, красную тряпку какую-то, да, подвязать или еще что-то. Пересвешивают. Да, или что-то вешают. Дом где-то что-то построил, тоже что-то повесил, там, или адраспаном прошел, чтобы вот это все каких-то злых духов или что там, все это изгнало. Все эти вещи, чтобы изгнали. Во-первых, да, когда на ребенка мажут там именно черный цвет, да, или что-то, или вот пуговицу там какую-то, да, да, булавку там и так далее. А некоторые думают, что... Пепел какой-то. Да. А некоторые думают, что именно когда человек, у кого взор такой резкий, сильный взор, он действительно может сглазить человека. Если речь идет о ребенке, да, то на самом деле многие думают, что его взгляд именно попадет на булавку, на пуговицу или на пепел, да, и так далее. Отразит, да? Отразит. Да, на самом деле это многие люди напрямую это все понимают. И что якобы эта булавка отразит его и так далее. На самом деле здесь это все происходит душевно. Здесь это все происходит душевно. Каким образом? Если человек действительно удивился сильно, да, или восхищается, и посредством этого он якобы выпускает какую-то стрелу по отношению к другому человеку, да, ребенку, скажем. Выпускает стрелу, эта стрела, она ядовитая. Она порождает этого человека. Если действительно не ставить защиту на детей тоже, это посредством, конечно, я уже говорил, суры, зикры, согласно сунне. Если не ставить защиту, то да, эта стрела ядовитая, она попадет в человека. Или в ребенка. И действительно последствия могут быть очень тяжелыми. Но если постоянно, как я уже говорил, постоянно читать зикры, аяты, ставить на себя защиту, на детей, на свою семью защиту ставить, то бояться им, иншаллах, нечего. Но если человек действительно сильно восхитился или же действительно завидует, и это специально, он прям намеренно, осознанно сделал какую-то порчу, выпустил, скажем так, душевную ядовитую стрелу с ядом, то непременно она вернется к нему самому. Поэтому ни в коем случае специально или же намеренно завидовать, или же восхищаться намеренно ни в коем случае нельзя. Или рано или поздно эта стрела вернется самому, и он сам может, скажем так, заболеть или настигнуть его, с глаз может сам. Поэтому детям всегда нужно ставить защиту, не как я уже сказал, пепел или пуговицы, булавка или еще что-то, но постоянно читать зикры, аяты, фаляк, нас. А зачастую люди сами становятся виновником своих заболеваний, именно с глаз. А с глаз это и есть одно из заболеваний. Источник. Да? Источник, скажем так. Люди сами становятся виновниками. Почему? 21 век, на сегодняшний день, когда люди практически живут в социальных сетях, живут там, просыпаются, засыпают этим и выкладывают все свои фотографии. То есть едет в автобусе, выкладывает, сидит, кушает, выкладывает, обедает, ужинает, завтракает, отдыхает, где-то в горах, в университете, на уроке, на работе. Все практически выкладывает фотографии. И вы сами согласитесь, когда человек фотографируется, он там, я не знаю, 100 раз, наверное, изменит свою красоту, чтобы было все красиво выглядело, да? Детей своих, семью, самого себя. Потом сами страдают. Весь мир на это смотрит, да? Весь мир на это смотрит. Он может не только восхититься этими вашими фотографиями или вашей семьей, вашей работой. Он может действительно, черная зависть появиться ему. Он может направить порчу на вас. Потом ждите вот всяких важно. страданий. Прям галочкой. Да, потом действительно ждите всяких страданий, всяких заболеваний. И здесь вы виновник самого всего этого. Вы можете стать виновником страданий вашей семьи, полностью ваших детей, вашей супруги, близких, родителей. Не нужно выкладывать прям свою личную жизнь на показ. Ну вот личную жизнь, да, смотрите, Раки, перебью немножко. Семью, конечно, это немножко такое вот, это твоя как-то, да. Я не знаю, это твое начало. Ты должен оберегать это, ты приходишь туда отдыхать, ты все вот это мирское, то, что ты вот вышел на улицу за пропитан, остается где-то, и ты уже в семье просто утопаешь. Вот. Но, тем не менее, если у тебя, сейчас же все-таки мы живем в такое время, во время высоких технологий, когда у каждого, не то что взрослый человек,
будучи уже работа, все у него есть под рукой. У кого-то коммерциализация же, кто же все-таки работает, это тоже как хлеб, я не знаю, насущный, как соль, зарабатывают. Потом, потом полезная информация. Нет, я не говорю, что нельзя прям пользоваться интернет-ресурсами, да? Просто зачастую наши граждане живут там, именно, я не знаю, показывают всю свою жизнь на показ, Да, ну, возможно... именно выкладывать. Я с точки зрения этой стороны, да, но действительно, если кого-то маркетология, да, работа связана с интернет-ресурсами, это дело другое. Полезная информация, Именно- выдача, да, каких-то... Да, полезная информация, почитать, делиться и так далее, это не проблема, а именно выкладывать фотографии. свои. Бесполезные. Ну, одним словом говоря, бесполезными вещами занимаются и сами становятся виновниками своих же потом проблем. Вот поэтому лишь бы обратить внимание на себя. Ну, это тоже, возможно, какая-то зависимость, болезнь какая-то. Я бы если сказал, есть, это да. болезнь, да? Может, даже комплекс. Вот, Может, даже представляете? комплекс какой-то, да? Хочешь внимания, да? Да, очень внимание. Да, хотел вопрос задать, Михаил. Не то, что вопрос задать, а вот это зрителям, чтобы было понятно, вот это одним словом, вот это кью, жару, оно, вот это все вешать красные, это все это нельзя одним словом, да? Это делать, это нельзя, да? Здесь, смотрите, я бы хотел тоже внести ясность. Внести ясность. такую. Нет, ну надо, мне кажется, здесь из корня просто резать. Понимаете, мы вообще туркоязычные народы все кочевники, да? Да, Мы всегда кочевали. Соответственно, вот, допустим, взять, к примеру, перо совы. Да? Перо совы тоже часто видим, когда вот на колыбели вешают перышко совы. Да? Это тоже не зря. На самом деле это не зря. Просто нынешнее наше общество не понимает этого. Да? Они почему-то верят именно этому перу или ленточке. На самом деле, алхамдулилля, наши предки были очень праведными людьми, знали религию свою, соответственно, жили в соответствии религии. Почему именно перо совы? На самом деле, если вы понимаете, чем сова питается, она питается мелкими насекомыми, мышью и так далее. Соответственно, когда кочевой народ перекочевали в другую степь, да, поставили свой шатер, юрту, да, и в колыбели лежит ребенок. Родители занимаются другими делами. Что может ребенку навредить? Конечно, насекомые, конечно, мышь или еще что-то. Когда грызуны всякие. Когда стоит перышко, да, совы, то, конечно, они, может, я не знаю, как, если правильно выразиться, просто боялись подойти к колыбели. Да? От запаха, да? От запаха, от пера вот этого. Но на сегодняшний, через 70 лет атеизма, и на сегодняшний день люди почему-то дальше, не думая поглубже, да, Они убеждены в том, что это перо. Что это именно перо. Что-то в пере, вот перо что-то из себя вот прям, да. От него что-то исходит такое вот. Потом говорят, если перо, почему им не красная ленточка? Если красная ленточка, почему им не голубая? И так далее и тому подобное. Ну вот подытоживая, Маке, дома теперь, вы теперь знаете, что делать? Как вообще? Вот дети вообще, что, какие суры читать и аяты? Или вы знали до этого? Ну, я как говорил до этого, я это фалях и нас читаю, и аль-фатиху, и хлас, ну, это само собой, да. Но я не знал, что после каждого аята надо вот так протираться, я думал, разом читать. В этот момент не знал, кстати, всегда думал, вначале фатиху надо читать или не надо читать, поэтому теперь понимаю больше, да. Ну, от сглаза, пока не знаешь, но все равно иногда бывает, халатно относишься, думаешь, ну, прочитал, а так надо больше знать. В руке вот не успели, конечно, разобрать его по частям, ну, думаю, дальше. Да, ну сейчас прошу, быстро скажу, да, вы узнаете, еще обязательно вам Раке сам скажет после эфира. Рукья – это когда в человеке именно вот есть глаз, либо к примеру, мы же еще же параллельно, да, существует мир джиннов. Если вдруг джин селился в человека, ну, мусульманин будучи, ты можешь делать сам вот рукью, то есть сам читать Коран, аяты, хронические аяты ты можешь сам читать. К примеру, то же самое сура Бахара, вот, самый вот один из таких важнейших аятов, это аят аль-Курси. Ты его вот можешь постоянно читать. Да, и да, Раке. Да, так. И все, и как-то вот ты избавишься от этого всего, и от сглаза где-то, от джиннов, возможно. А если все-таки, вот как телезритель тоже вопрос задала, ну, ответ, чтобы она точно получила, она сказала, ну, все-таки вот не идет, они думают, что все-таки это с глаза. А что тогда делать? Пойти на имаму, да, чтобы прочитать? Или дома они могут точно прочитать? Если сами не знают, то... Нет, если имаму, если, дорогой телезритель, вы до сих пор с нами, то вы можете, тем более вы сказали в Алмате, да, вы можете как бы посоветоваться, человек может посоветоваться, приехать именно в мечеть, и уже именно вот эти свои духовные какие-то вопросы, если он чувствует, что есть какой-то вот ступор, стоит стенка, вот бывает же, ты как будто упираешься в стенку и вот все, стоишь. Все прийти к нашим богословам, к имамам, и они уже полностью все добавлю сами. кое-что, да, только надо советоваться с
имамами, у кого знания есть. Не надо там сосед кого-то слушать, обычно нас люди любят. Очень правильный В мечеть подход. идите, он там на все вопросы ответит. А то начинает у нас там у кого-то спрашивать, друзей. Да, там, не то есть здесь, видите, подход, ты должен спросить у человека, это же суннат, это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть ты должен у знающего спросить. Если ты в чем-то не понимаешь, если это не твоего поля ягоды, то ты обязательно должен прийти и уже спросить, узнать все подробности у людей, которые компетентны в этом вопросе. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы обязательно с вами еще встретимся здесь. Рахмет за то, что поделились информацией с пережитым. Обязательно с вами здесь еще увидимся. Руку пожму. Ассаламу алейкум. Дорогие телезрители, мы рады, что все это время вы тоже были с нами, звонили к нам, задавали свои вопросы. Надеемся, что эфир был очень полезным. Если вдруг вы чувствуете, что есть какое-то недомогание, вроде бы вот нету какого-то патологического процесса, депрессия, там, каких-то болезней, ну что-то ты чувствуешь, что-то не то вот происходит. Читайте дуа перед сном, делайте зикры утренние, вечерние и делайте дуа Создателю, и он обязательно дарует исцеление вашей болезни. Увидимся через неделю. Ассаламу алейкум.